18 мая президент Украины Петр Порошенко инициировал процесс внесения изменений в статью 10 Конституции Украины о создании крымско-татарской автономии. Наши журналисты поинтересовались мнением киевлян по этому поводу. Это было бы очень хорошо, если бы у татарского народа был кусок своей земли, который он заслужил на протяжении всего этого времени, которое есть, и он живет. Потому что они достойны этого, и они умеют только за этой землей смотреть. Никакие, как говорится, диктатуры, диктаторы, и что они не могут управлять своей страной так, как тот народ, который вырос на своей родной земле. Нация, которая жила много лет, как говорится, она должна иметь право, как говорится, быть самостоятельной на той территории, где она много лет тому назад жила. Не задумувався по цьому вопросу. Питання кримсько-татарського народу, як місцевої національності, треба буде вирішувати на загальноукраїнському референдумі. Главное, чтобы татары себя считали частью Украины. Я думаю, что это неправильно. Просто нужно назад все вернуть, как было, и все. Солидный народ, понимаешь, в истоках был, жили там, депортации были, вернулись, толком земли не получили, и опять начинается этот. Автономия так автономия, только в составе Украины. Меня по-старому все устраивало, как раньше было, так пусть и остается. Я думаю, что этот вопрос надо было давно поднять и давно так сделать. Возможно, бы тогда не было такой ситуации, которая сейчас сложилась. Це безглуздо піддавати сумніву те, що кримський татарський народ не є автохтонним населенням Криму. Тобто, можливо, те, що зараз прийнялось на законному рівні, так це є лише констатація історичного факту, не більше, не менше. Тому як можна бути проти цього, коли це історична правда? В принципе, это хорошая идея, потому что, как я помню, что татаров в основном прессовали, помню еще в Советском Союзе, в 1944 году, когда их массово выселяли, переселяли их в Сибирь, то, в принципе, это был как геноцид. Нельзя, вообще людей искоренять из долгой земли, когда они там проживали. В принципе, считаю, что им надо уже дать, наконец-то, свободу и свою землю. У крымских татар единственная родина, которая у них есть, это, собственно, Крым. Крым как часть Украины. Поэтому, я думаю, они имеют законне право мати свою автономію в составі України. З кримських татарів є своя земля, вона повинна бути їхня, але в составі України. Крим – це, зокрема, і як автономія, це складова України, це складова нашої держави, нашої державності. І просто сьогоднішні існують серйозні питання, проблеми. Ми розуміємо, якого характеру. І тому потрібно мобілізувати суспільство, мобілізувати світову спільноту і повернути в лоно рідної України Крим із відповідним статусом кримсько-татарським.